Срочно вашу банковскую карту заблокировали, введите последние 3 цифры на обратной стороне, или, любимые, вы выиграли 1 000 000 рублей и автомобиль С-класса. Если такие сообщения приходят на телефон, знайте, невозможно получить приз, если вы не участвовали в самом розыгрыше. Скорее всего, это мошенники, которые хотят заработать. К сожалению, в нашей стране с каждым годом таких преступников становится все больше, и доверчивых тоже. Мы проверяем подозрительные операции и установили, что с вашей карточки пытаются перевести деньги, достаточно крупную сумму. Да, вот на номер, который высветился у вас. Ясная и четкая речь, дар убеждения, если надо, немного психологических трюков. Мошенник обманывает очередную жертву в том, что необходимо срочно выполнить операцию, иначе все деньги с карты будут списаны. На том конце провода еще чуть-чуть, и человек поверит. У нас очень много таких клиентов, понимаете, пока я с вами разговариваю, и пока вы своим недоверием тратите время и свое, и ваше, страдаете не только вы, но и другие клиенты нашего банка, понимаете, к сожалению, очень много сейчас мошенников. Благодарю вас за помощь, но я как-нибудь сама справлюсь с моими проблемами. Спасибо. Звонок постановочный, и жертва тоже не настоящая. Оперативники показывают, какими методами воздействия пользуются преступники. Выбирают они людей тщательно. Если раньше обманывали только пожилых, сейчас звонят студентам, школьникам и домохозяйкам. Кражи личных данных, фейковые сайты и приложения. Специалисты отмечают, что мошенники владеют информацией так же, как и работники банков. Обмануть помогает специальное оборудование и навыки программиста. Один из самых известных способов – фишинг. Злоумышленники создают сайты. Стоит пользователю ввести свои личные данные, как тут же они попадают к преступнику. В интернет-ресурсах есть разные интернет-сайты, на которых осуществляется якобы брокерская деятельность. То есть люди вкладывают туда деньги, естественно, они хотят получить оттуда еще больше денег. Вкладывают там 500 тысяч, например, или там около миллиона, больше миллиона, там, скажем. И, конечно, есть у нас и реальные такие, да, сайты, но они делают копии данных сайтов и вставляют туда свои счета, как бы мошеннические, там, Киви кошельки, Яндекс кошельки, да, через которых они потом выводят полученные незаконным путем денежные средства. И в итоге люди остаются не то, что не зарабатывают ничего, а теряют те вложенные средства на интернет-ресурсах. Злоумышленники просматривают запросы клиентов того или иного банка в их официальных сообществах под видом сотрудников кредитного учреждения. Связываются с обратившимся. К сожалению, многие люди думают, что в такую ситуацию они не попадут. Который совершается использованием информационных технологий, с каждым днем у нас все больше и больше растет. По сравнению даже, если обратиться к статистике, по сравнению с прошлым годом, там у нас было зарегистрировано 40 преступлений, да, в данной сфере. А уже 21 только начался, а по сравнению с 2020 годом уже было зарегистрировано около 140-150 преступлений. Как мы видим, уже это какой рост, уже 2-3 раза увеличились преступления в данном направлении. Сотрудники МВД призывают жителей республики быть внимательными и не доверять незнакомым людям, не сообщать индивидуальные коды и номера банковских карт, сроки выдачи и другую персональную информацию. Рекомендовал бы людям не вводиться на такие уловки. Спокойно можно выключить телефон, да, позвонить на техподдержку того же Сбербанка, там, Тинькофф банка, откуда он звонит, да, если мы являемся клиентами данных банков, да, позвонить, уточнить, является ли данный сотрудник их сотрудником, звонили ли они, совершаются ли какие-либо мошеннические действия по их картам. Это легко и просто. Наказать мошенников сегодня несложно. Законодательство и практика судебная есть. Проблема в вопросе выявления. Мошенники не всегда пользуются российскими серверами. Если вы стали жертвами дистанционного мошенничества, вам необходимо незамедлительно обращаться в дежурную часть, ближайшую дежурную часть. Лишь только после этого мы принимаем соответствующие меры по раскрытию данного преступления, задержанию лиц, совершивших данные кражи. И чем раньше будет обращение в дежурную часть, соответственно, больше шансов оказать соответствующую помощь. Ложь всегда бывает сладкой. Часто мы слышим то, что хотим услышать. Правда, жизнь такова. Легких денег не бывает, поэтому не верьте в обман. И никогда не решайте банковские операции по телефону. Так вы сохраните свои средства. Рина Цичоева, Магомед Дидигов, Асхаб Белакиев. Новости 24.